Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». На прошлой неделе президент собирал, условно говоря, партхозактив, на котором были подведены промежуточные итоги по освоению инвестпрограммы. В общем-то, было очень много замечаний со стороны президента о том, как идет освоение инвестпрограммы. И сегодня, в общем-то, не только о самой инвестпрограмме и об ее влиянии на абхазскую экономику мы поговорим сегодня с нашими экономистами Хатуной Шатипа. Добрый день, Хатуна. И Ахрой Аристава. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Президент говорил о том, что мы, в принципе, хронически. Те запланированные объемы, которые нам Россия выделяет, мы как-то не справляемся. Это не первый год, это было и 4 года назад, и 5 лет назад. То есть это вот такая тенденция стала. Почему, в общем-то, так происходит? Почему мы не осваиваем даже, в общем-то, небольшие суммы относительно, которые там сейчас приходят, да, там, речь идет о 1,5 миллиарда рублей, и мы как-то не очень осваиваем. Вот ты все-таки работал там в администрации президента, может, у тебя есть какие-то впечатления, там, мысли по этому поводу? Я все-таки рассматриваю помощь России, она так и называется, помощь социально-экономическому развитию Абхазии в комплексе с национальным планом развития, потому что это помощь. Когда национальный план развития отсутствует в повестке, то, естественно, это сказывается и на российской финансовой помощи. В принципе, начиналось, новый цикл, его так назовем, он начинался неплохо, именно 45 или 46, я сейчас точно не помню, вопросов были подписаны. Если коротко, стране давно нужны реформы. Есть законопроекты, которые с 2015 года лежат в парламенте. Пока мы не примем эти законопроекты, мы не можем перейти к отраслевым законопроектам. У нас везде мы будем спотыкаться, в общем, на каждом шагу. Хатуна, у меня, в общем-то, к вам, как человеку, который занимается наукой, более такой, наверное, прикладной вопрос прикладного характера. Насколько вот эта социально-экономическая программа соответствует тем, в общем, потребностям Абхазии? Там, я имею в виду траты. Вот, допустим, у нас много тратилось, вот на первоначальном этапе тратились там деньги на дома культуры, на больницы, на школы и так далее. Сейчас уклон сделан там на канализации, дорогах и так далее. Насколько, и при этом мы говорим о развитии, но проблем у нас, конечно, очень много. Но вот с научной точки зрения, с вашей, наверняка вот там ваш тогдашний центр стратегических исследований, нынешний центр, в котором вы работаете, занимался вот этой проблематикой и смотрел все-таки, какие самые болевые точки, куда можно было допустить инвестиционные деньги. Вначале надо контекст посмотреть. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, да, она, к сожалению, здесь, правильно отметили, не вписана и не является элементом экономической политики. То есть, с нашей точки зрения, главное, формат – это наличие государственной экономической политики. Вот, к сожалению, мы сегодня не можем сказать, что она не только судить эффективна, она и неэффективна. Нам вообще сложно привести конкретные документы государственные, которые бы наполняли вот эту экономическую политику. Но при этом сказать, что их у нас вообще нет, тоже неправильно. Другое дело, что они разрознены, и нету такого системного подхода, и документы не взаимосвязаны.
главная, основная правовая база этой экономической политики – это закон о государственном прогнозировании и программах. Ничего изобретать нового не приходится. Чтобы у нас была государственная политика, должны быть, соответственно, государственные программы. Но по нашему закону, и такой закон был принят, кстати, в тяжелое для нас время, в 2000 году. Но прошел там еще 5 лет, и только тогда запрос появился на концепцию. Была разработана эта концепция. Ну да, ваш Нет, это не наш ЦСИ. В 2005 году. Потом через 10 лет, то есть это была только одна концепция, потом только через 10 лет был запрос на стратегию, это продолжение этого документа, прогнозы. Это было разработано, да, на базе нашего центра. Но далее мы должны, и всегда выделяем эту проблему, что концепция, первый уровень, потом второй – это стратегия, третий – это государственные программы, среднесрочные, и четвертый – индикативный план. Вот эта увязка, как-то вот требует наш закон 2000 года, четко там прописано, вот это мы потеряли. То есть нет. Между этими документами не должны быть такие перерывы. Сразу, как только концепция разработана, тут же идет стратегия. На основе стратегии, как там и прописано, сразу надо было государственное среднесрочное. И только потом индикативный план. Но у нас сложилась вот эта практика, когда отдельные вот эти документы, они автономно как-то появились, а все время правительство, вот этот четвертый уровень, они опираются и разрабатывают, и на основе этого дальше работают, это индикативный план. То есть индикативный план, который должен вытекать и реализовывать государственную программу, как он требуется по закону, такого, к сожалению, нету. И вот получилось, что индикативный план назвать, он не может свою функциональную нагрузку выполнять, его нельзя назвать подлинно государственным правовым документом, ну, какой-то внутренний, скажем, документ, которым пользуется правительство. Это вот первая сторона. А инвестпрограмма по тому же закону, инвестиционная и структурная политика должны быть частью государственной программы. И это как-то вот государственной программы нет тоже. Да, вот именно этой программы, если те два вида хоть как-то не появились отдельно, автономно, как вы сказали, вот этой государственной программы, к сожалению, мы в ожидании, сколько уже ждем, что вот эта государственная программа появится. И вот в этом программе гармонизации, который был заключен вот в 2020 году, и там сроки с 2021 вот этот год до 2023 года, там как раз есть один из пунктов, что наши ведомства должны перейти на программно-целевой метод. Будет оказано такое содействие, и даже где-то прозвучало, что идет разработка вот этой государственной программы. Ну вот сейчас понятно, что этой программы пока нет, но, по крайней мере, сейчас уже близится, верстается новый план, трехлетняя программа по социально-экономическому развитию. И наше правительство закладывает как бы новые объекты, которые там пункты, по которым будет идти финансирование. Нет, самой программы пока нет, то есть мы еще не видели, никто не видел, ни экономисты, ни специалисты пока. Значит, идет работа. Но контур уже обозначил президент, контур этой программы, что вся инвестпрограмма теперь будет в составе гармонично вписана в эту государственную программу. Но насколько она, допустим, я понимаю, там правительственные чиновники, правительство, но люди, которые вот здесь и сейчас живут, да, то есть принимают решения, исходя из этого, могут и не смотреть на такую перспективу. На эту перспективу могут смотреть какие-то научные центры, выкладки. Насколько вот идет, допустим, контакт, есть контакт между правительством, вашим центром, там, я не знаю, университетом, институтом экономики и так далее. Насколько вот эта программа будет как бы принята с учетом вот как бы экспертного такого мнения? Сейчас наперед нам сложно сказать. Мы можем только факты констатировать, что действительно без взаимной увязки, без согласованной работы всех научных соответствующих структур
и плюс, конечно, курирование со стороны исполнительной власти, конечно, так должен этот документ в итоге родиться. Но на практике сейчас, как это будет, на каком этапе мы ознакомимся, когда мы сможем дать, например, скажем, свою оценку какую-то, да, если на каком этапе будет включены, мы не знаем. Я за другие учреждения не могу говорить, научные, но в нашем центре пока мы не получали такую информацию. Хорошо, Аха. Вот эта Россия, вот эта сама программа инвестиционная, она началась с 2009 года у нас финансирование. Тогда наш бюджет в 2008 году он составлял 1 700 000 000 рублей. Это государственный бюджет. Да, государственный это бюджет. Республиканский и местный. Да, и местный. Да. Но по тем, если там, я не помню, сколько там, кажется, 25 тогда было рублей, курс доллара был, да. То есть с учетом, то есть это, если с этим учетом смотреть и сравнивать с тем бюджетом, который сейчас есть, да, опять же пересчитать его там рубли с рублей там в доллар или там в евро, и в общем-то выйдет, что по большому счету роста нет. По большому счету роста нет, но при этом за эти годы мы где-то 1,5 миллиарда все-таки освоили вот этих долларов, этих инвестиционных денег освоили. Почему вот все-таки эти деньги, они не сказались на темпах развития абхазской экономики? Знаете, совсем так утверждать тоже мы, экономисты, не можем. Нет, я говорю не как экономист, я говорю вот как журналист, который цифры увидел и сравнил. Нет. Мы говорим о том, что низкая отдача идет. И в самом начале вы начинали с того, что инвестиционная программа направлена на восстановление инфраструктуры. В принципе, вот эта ориентация до сих пор так и продолжается. И говорить о том, с точки зрения экономики, что это плохо, это неправильно, потому что мы же послевоенная экономика, которая по оценке правительственной комиссии понесла значительный ущерб. И ведь больше никакая страна же нам не помогала восстанавливать и не помогает. Есть, да, какие-то урезанные, скажем, международные программы, гранты, но это очень мизерно. В основном вот Россия после признания взяла на себя вот такие обязательства. И от того, что, допустим, что восстановили и привели в порядок вторую школу, филармонию, Абхазский наш государственный университет, мы не можем сказать, что это плохо сказывается на развитии экономики. Другое дело, что это же государственные инвестиции, они идут через бюджет. В принципе, они выполняют ту нагрузку, которая прописана. Идет восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Но то, что мы не воспользовались, да, и параллельно не создали до сих пор не нарастили свой собственный бюджет и не можем развивать реальный сектор экономики, это проблема внутренней нашей экономической политики. А инвестпрограмма или финансовая помощь, как наше население больше говорит, это помощь в прямом смысле, и она должна дополнять нашу внутреннюю работу. Я имею в виду с точки зрения экономики, развития экономики. Вот что у нас произошло и имеет место до сих пор. Что мы, надеясь, и получается, не хотелось много говорить, вот, получается, что сегодня правительство наше, возьмем вообще исполнительную ветвь власти, 2021 год, на их финансирование только исполнительной власти, без экономики, без социальной сферы, без законодательства, уходит 47% республиканского бюджета. То есть, если бы не было вот этой финансовой помощи, которая у нас идет через бюджет, то на содержание исполнительной власти нам бы уже собственных денег не хватало бы. Они обходятся 4 миллиарда 360 миллионов, а собственные доходы в республиканском бюджете 3 миллиарда 360 миллионов. Так, может быть, вот в этом, наверное, и проблема, мне кажется. Если у нас, в общем, сама система управления, она
не слишком поворотливая, не слишком жизнеспособная. Я вот обратил внимание, президент, когда Аслан Джаня вот на прошлой неделе делал как раз разбор полетов, и он говорит, у нас есть компании, которые там освоили там больше миллиарда денег и указали, что у них там еще убыток там несколько миллионов. То есть они деньги освоили, вместо того, чтобы получить какую-то прибыль, исходя из этой прибыли заплатить налоги, они оказались еще убыточными. Но я так понимаю, что они в реальности на бумаге оказались убыточными, а судя по тому, какая битва идет за освоение этих инвестиционных денег, то там ситуация намного отличается от То есть президент акцентирует на что внимание? То, что исполнительная власть такая громоздкая, мощная, весь бюджет, половина бюджета, который работает на эту власть, она теперь даже, видите, в реализации инвестпрограммы дает сбой. Это точно так же, как мы приводим часто пример, нашу правоохранительную систему, Министерство обороны, Службу государственной безопасности. Если их содержание просуммировать, у нас выйдет почти 1 миллиард 400 миллионов. Но при этом один комплекс зданий, там всего 3 здания, они не защищены. Вот мы имеем такие, то есть когда неэффективное управление, это мягко сказано, когда дисбаланс, резкое противоречие в структуре управления и то, что нет оптимизации, хотя каждый раз объявляется, вот бывает так периодически мы слышим, необходима оптимизация. На самом деле, если смотреть динамику, то расходы на содержание исполнительной власти, соответственно, растут, а отдача низкая. Я вот недавно, я уже как-то как бывшему чиновнику, может быть, он рецепт какой-то знает, да, обращаюсь. Недавно я разговаривал тоже с одним бывшим чиновником, который имел отношение там к сельскому хозяйству, и он вспоминал, говорит, в 2009 году, то ли в 2009, то ли в 2010 по этой линии, по инвестпрограмме купили хорошее оборудование, то ли голландское, это голландское, кажется, да, оборудование, которое много циклов там в нем, она по уборке и там посеву там и так далее. Я уже понял, полный курс Картошки, да. И это оборудование так и не заработало. То есть оно вот как бы уже сколько, уже больше 10 лет прошло, и оно там стоит. Я думаю, что надо все-таки вернуться к тому, что Хатуна Шатипа сказала. Есть, конечно, вещи, которые я не могу сказать. Бывает, там, президент может довериться, да, там, и я с разными президентами общался. Это, наверное, их прерогатива говорить. Но есть вещи, которые я могу подтвердить и на примерах привести. Как, допустим, мы действовали в 2015 году, когда я был заместитель министра. Там определенный период был Николай Владимирович Ачма министром, потом правительство поменялось, Адгур Амиранович Ардзанпа пришел. То есть мы пытались действовать параллельно. То есть был госзаказ ЦСИ, они занимались исследованием. Я вам скажу, что капитальным исследованием. Это и трудовые ресурсы, и ситуация по районам, и миграционная ситуация, и социальная ситуация, и доходы домохозяйств. То есть это была серьезная аналитическая, научная работа. То есть мы параллельно пытались создать в Министерстве экономики законодательный план работ. Он был создан. Просто нас попросили, он был большой, что не надо это озвучивать. Давайте пойдем по 5-10 законов. Поэтапно. Я считаю, что это была ошибка. Надо было, там речь шла о 45 или 47
законов или поправок к старым законам, устаревшим уже морально в связи с тем, что мир поменялся, и около 100 постановлений правительства. Они, когда закончили работу ЦСИ, они собрали материал. Значит, мы, например, вам приведу, включили дорогу на Очамчиру. Для чего это делалось? Это первое, это не только экономика, безопасность, потому что там население в основном мигрировало в столицу. То есть там население С дорогой все понятно. мало. Дальше. Допустим, Инал, давай так, да. Инал, не надо меня перебивать. Ну, реально. Да. Потом, я тебе рассказываю. Второе, они посчитали, что там надо, вплоть до сколько квадратных метров чего строить, сколько там надо людей, значит, какие должны быть минимальные инвестиции для создания одного рабочего места. В 15 год шел нормально. Нормально шел. Да, им, может быть, в ЦСИ казалось, что мы их не слышим, но на тот же Адгур Ардзинба там ходил, по-моему, Леон Кварча ходил. Обратная информация у власти исполнительной была. Далее шла попытка создания как раз национальной программы развития, которая включала не только экономику, она включала и демографию, и социальную сферу, и безопасность. И уже к этой программе мы обращались к России и говорили, нам надо дорога на Очамчиру. Они, пожалуйста, подписали. Не, вот это инвест-программа. Инвест-программа была попытка ее адаптировать к нашим стратегическим планам. Поэтому их план и назывался «Стратегия развития Республики Абхазия». И стратегия развития, она многогранна. Она не может включать только экономику, а экономику ты не построишь без населения. Население ты не сможешь планировать демографию без вычисления их доходов, включая будущих доходов. Из этого вытекает, сколько надо школ, сколько детсадов. Оно все, она правильно говорит. И когда вот эта попытка совместить в соответствии с законом 2000 года, была же попытка, но попытка не удалась. А попытка не удалась, потому что оказалось, что сама система, госаппарат, он к этому не готов. Никак. И возник второй вопрос. Как раз таки, что нужны все-таки, оказывается, конституционные какие-то реформы, чтобы власть была более быстрая. Что такое быстрая власть? Я приведу пример. Значит, Турция, чтобы заманить туриста в Турцию, значит, отменяет НДС на авиаперелеты. От предложения до принятия закона 3 недели. В ответ Россия хочет, чтобы турист летал в Крым, а отменяет НДС на авиаперелеты в Крым, чтобы цена билета еще удешевилась, чтобы российский турист летал в Крым. Решение принято 3 недели. 3 недели от предложения до вступления в силу закона. То есть это правительство раз, парламент 2, подпись президента 3. Вот как сегодня работают современные органы власти. А мы как работаем? Мы работаем тот же НДС. Понятно, это такой закон. Ты сегодня можешь понедельник брать НДС с чего-то, вторник не брать. Он очень универсальный. Но нужен механизм, что не целый год это обсуждать. Там мучать или бизнесменов мучать, или власть мучать, или кого-то мучать. Мы должны прийти все-таки к такой системе госуправления, которая позволяет нам в соответствии с современными стандартами и требованиями принимать быстрые решения, чтобы власть была быстрая. Я все понял, что мы плохо принимаем решения. Но я конкретно, у меня был конкретный вопрос, то есть это касается не только там голландской картофелеуборочной машины. Конечно, это касается многих проектов, куда мы, в общем-то, государство, с помощью России вкладывало деньги, но потом вдруг забывало. Здесь не только голландская
картофелоуборочная машина, но и сады, которые мы разбили, там, как бы посадили, а потом как бы забыли о их существовании. Это и как бы это как притча во языцах, очистной завод по очистке меда, который там со времен Багапша, эта история длится, и до сих пор как бы этот завод, в общем-то, простаивает. А есть еще частные инвестиции. Да. Вы знаете, сколько людей вложили деньги и разорились? Вы их тоже надо считать. Но вся проблема, мне кажется, в общем-то, от того, что мы этот проект какой-то разрабатываем, а потом идет финансирование, и мы подходим, наверное, все-таки просто как к освоению. Я хочу вернуться к тому, что сказала Хатуна Шатипа. Хатуна Шатипа правильно сказала. Если ты говоришь, значит, предпринимателю или создаешь госкомпанию по разливу меда, то ты должен определиться, какая у тебя государственная политика в этой отрасли. Ты говоришь, открывай завод по меду, и при этом у тебя граница дырявая, никаких ни пошлин, ни налогов, ничего, и сюда заходит импортный мед. Как этот предприниматель встанет на ноги? Объясни мне, пожалуйста. Конечно, он разорится. Знаете, Предприниматель встанет на ноги. Объясни мне, пожалуйста. Конечно, он разорится. действительно, знаете, вот этим правильно не получается одну тему обсудить и при этом не сделать мостики к другим темам. Они вытекают друг из друга. Раз госаппарат такой громоздкий, он быстро не может принимать решения, сам себя защитить не может. Скоро вот мы будем их защищать, наверное, скоро до этого дошли. Почему это происходит? Потому что кадровая политика. Вот основа государства, если мы хотим строить государство, у нас должны быть государственные чиновники, государственные служащие. Они у нас есть. Мы же все глаза закрываем. Ни один из специалистов, министров, это мы их так называем, ну где-то там. Но с точки зрения права они не являются государственными служащими. Парламент же не принимает закон. Нет. А почему? А потому что нет закона о государственной этой гражданской службе. Да, как называется. Да. И если пока этот закон не принимается, почему там где-то в недрах он вообще затерялся и очень почти забыли про такой закон. Теперь вопрос, что мы можем требовать от этих людей? Какие государственные документы? Они служат, кому? Они служат в большей степени. Не все, конечно, но большинство. Так сложилась практика. Штабам своим выборным. Как они, вот эти штабные взаимоотношения, да, которые складываются предвыборные во время выборов, точно так же потом они переходят плавно вот в эту кадровую политику, минуя государство. Отсутствует у нас государственный закон, поэтому, в принципе, некому даже и обратиться и пожаловаться. То есть сказать, что это может быть очень даже хорошие специалисты. Но на них давит вот этот штаб, вот эта линия, да, потому и они не могут, и они, любое правительство, знаете, боится более всего слова «программа». Вот они ничего не боятся. Вот в плане ни клопов, ни землетрясений, дай бог, Хамурбанаха. Они боятся только программы. Вот программа – это сразу лимит, все, это предел. Нас сажает, и там есть цели, ожидаемые результаты, объемы финансирования, и условно вы, Инал Хашик, несете за это ответственность. Персонально. А зачем им такое? Они сейчас работают как? Никаких обязательств нету.
Вот откройте в любой кабинет, они вас с удовольствием примут, у них на все есть время. Они могут поехать сегодня на похороны, на плакание, просто переложить, позвонить. Я не знаю, могут выехать вообще за пределы. То есть и при этом они не нарушают ничего. То есть работают, как им, какой поступит задача текущая, то есть говорит о каких-то среднесрочных или долгосрочных, как вы говорите, чтобы построить государство и выйти на эффективный путь развития экономики. С такой кадровой политикой, конечно, будет очень сложно. Это тоже один из серьезных механизмов Конечно. сдерживания. Вот, допустим, сейчас президент сказал публично, что может решиться вопрос по увеличению заработных плат. Вот что значит синхронизация к национальной программе? Если Россия готова оказать такую помощь, под это финансирование надо обязательно проводить реформу государственной службы. А просто взять деньги, поднять, да, зарплату, не будет эффекта, мы уже это проходили. То есть сегодня основной тормоз в принятии закона о госслужбе то, что под него требуется финансирование, и фактически блок идет даже не от парламента, блок идет от любого министра финансов. Да, раз есть такая договоренность, есть такое согласие со стороны России, а у нас в плане есть желание и план провести реформу государственной службы, вписать туда требования к претендентам на государственную службу, значит, как здесь было сказано. Вот это и есть синхронизация российской помощи и проведение собственных реформ. Но вот если такой план национальный у нас, у нынешнего правительства, так скажем, мы пока не слышали. Наверное, есть у них какой-то план. Второе, я бы сказал так, что частично я согласен, что чиновники боятся там плана. План это четко расписано. Ма ламор ходит, ма тецфялор ходит. И политически ты тоже проигрываешь. Но здесь есть еще один момент, который вот здесь я могу тоже секрет раскрыть, потому что я присутствовал на закрытых совещаниях. У нас очень много людей с колоссальными сомнениями. Вот, допустим, идет совещание, и надо решать вопрос, который в обществе, например, увеличить бюджет в 3 раза, республиканский. 80% присутствующих употребляют такое слово, это невозможно. Хотя это элементарная математика. Для Абхазии мы же не бюджет Китая считаем там, или это маленький небольшой бюджет. И ты путем элементарных знаний можешь определить, это возможно, и да, в какой период тоже да. То есть просто надо уметь считать. И надо знать рынок, сам рынок, участников рынка, емкость рынка, товарную номенклатуру, позицию, имена, фамилии надо знать. Допустим, Иналхашик возит кукурузную муку с Краснодара, значит, Хатуна Шатипа в это время кукурузную муку пытается здесь вырастить, приоритеты определить. И вот эти сомнения, они очень мешают в динамичном, таком рывковом развитии государства. А это вытекает, конечно, она права, из кадровой политики. У кого обычно сомнения бывают? У того, у которого нет знаний. Ему не хватает практики, ему не хватает, допустим, даже вот всегда я всем советовал, мы тот путь, который проходим, прошли уже, ГДР было, Словакия, есть маленькие страны, там та же Словакия прошла, да, с советской системой. И самый важный момент, кстати, она правильно начала разговор. Мы страна, извините меня, которая вышла с войны, из блокады, без капитала, без денег, без ничего. И малочисленный народ, который на грани исчезновения. Мы еще в этой зоне. И
Значит, проводить эксперименты надо заканчивать. У нас нет права на ошибку. Вот у нас есть, допустим, небольшое количество опытных людей, которые могут гарантировать результат, которые могут сказать: я за это отвечаю головой, вот за эту мою подпись и за это мой план. И этих людей надо вот так пылинки с них сдувать и привлекать к работе. Мы не У меня слышим. такой вопрос. Вот летом еще с учетом того небывалого для Абхазии, послевоенной Абхазии курортного сезона, было объявлено, что у нас возник профицит. Давно у нас его не было, профицит, там 300 с чем-то миллионов. Я так понял, в принципе, что эти 300, большинство из этой суммы, это все-таки те деньги, которые прошли через таможню. То есть это таможенные платежи в основной массе. И понятно, что людей надо было кормить, и исходя из того, что я там видел в продовольственных магазинах, когда полки пустые были, все сметали буквально, да, слишком много людей было, да, мы все время жаловались, что наш рынок маленький, там 250 тысяч человек живет, но оказалось, что у нас там несколько месяцев может быть очень большой рынок, привлекательный, и все очень много завозилось с России. Почему? У меня вопрос. Почему местный производитель, в общем-то, не получил некий толчок? Да, Почему так был произошло? хороший сезон однозначно. Есть такие показатели, да, обнадеживающие, мы их сейчас только отслеживаем. Мы один показатель какой-то вырвать и так не обсуждаем. Мы сейчас дождемся итоговых и будем потом продолжать нашу аналитику. Но уже предварительно, что мы посмотрели, показывает, что вот Гагарский район демонстрирует в плюсовой зоне, и вообще какое-то снижение, я бы даже так отметила, более снижение теневого сегмента экономики какой-то вот наметился, потом по данным этим. Но не во всех районах и городах Абхазии. Допустим, город Сухум по отчетам официальным показал, что произошло снижение численности занятых в городе Сухум в этом году за 6 месяцев по сравнению с том страшным 2020 годом. Конечно, который здесь надо это изучать, потому что вот эти цифры статистики, знаете, цифры статистики мы, к сожалению, не можем, так уж получилось, вот прям взять и сразу использовать в нашу информационную базу, их анализировать. Насколько эта сама статистика, она оптимальна? Да, вот мы с каждым разом, вот как вы говорите, уже 30 лет с этим сталкиваемся, эти же, вот эти подотчетные организации, как они сдают, и никак не можем вот это выстроить, чтобы это было оперативно, объемно. Допустим, по той же статистике за 6 месяцев, вот эти полгода, в Гальском районе в торговле, общепитии, ремонте машин работает 4 человека. Такая официальная статистика публикует. Мы вынуждены были, наш центр, 4 раза поехать в Гали и перепроверить, что за 4 человека. Сделать визуальные анализы. Не только визуальные. Мы провели полный, считайте, 60 предпринимателей опросили, которые заняты, официально зарегистрированы, платят. И у них в среднем по 2 человека. То есть мы если они 120 человек платят, почему они в статистику не входят? Вот сбои в системе учета, которые вот сколько лет это... Требования к индивидуальным предпринимателям сдавать отчеты. Нету требований. То есть у нас есть вот эти вот сбои, которые нам не дают полноценно, из-за этого мы тратим дополнительное время, выясняем, потому что не можем, к сожалению, всем этим цифрам доверять. Все знаем в Абхазии, что сезон был хороший, да? Если вот это просто общая какая-то формулировка, но по цифрам в итоге что мы выйдем, как это скажется на конкретные... К сожалению, там они, гостиницы сдают, и то, которые на общем режиме налогово. Там, допустим, если на спецналоги они не сдают, трехкратный почти рост. А цифра в деньгах. Они не пишут, сколько туристов у них отдыхало. Но если 2020 год не будем, все-таки карантин был. В 2019 году за полугодие, это на сайте официального управления статистики, выполненных работ, объем выполненных работ в туризме по гостиницам был 511 миллионов.
за полугодие, то в этом году за то же полугодие 1 340 42 или 43, я сейчас точно не помню, но это почти трехкратный рост. Я думаю, с третьим кварталом, я вчера заходил в статистику, они обещали понедельник, вторник, там у них тоже кто-то заболел, не заболел, то есть они стараются, значит, дать уже это и третий квартал. Естественно, туристов больше. В прошлом году, когда, вот опять же, вот эти издержки планирования, что законодательство нормально не работает. Если границы России закрыты, и кроме Абхазии некуда ехать, ну здесь же понятно, что можно было бы хотя бы спрогнозировать не трехкратный, но двухкратный рост. Ну, если ты нормальный экономист. И дальше уже, почему, прямой вопрос, не сработали наши производители. Ничего не сработали. Производство взять и нарастить резко, если у тебя даже небольшой цех, дополнительный объем, без кредитов, без дотаций или без помощи, это просто невозможно. Потому что ты должен или дополнительные станки купить. То есть бизнес надо предупреждать. Вот этом и заключается политика власти, что власть должна направлять людей путем программ. И если бы были бы даны такие прогнозы, бизнесмены очень быстрые ребята, они умеют ориентироваться. Значит, они бы поняли бы сигнал, что есть договоренность, значит, между правительством Абхазии и России. Значит, они бы тогда подстраховались, им закупили бы сырье, материалы, может быть, дополнительное оборудование. Правительство могло помочь дополнительными, привлечь тот же Национальный банк к проекту, как мы это делали в 2015-2016 году, выделить кредиты хотя бы там по минимальным ставкам. Потому что промышленность под 24% это не мои слова. Если мне кто-то не верит, пусть посмотрят интервью Ануа, Сухумский пивзавод. Она сказала, строить промышленное производство под 24% невозможно. Это перерабатывающий комплекс, здесь правильно подмечено. Но в вашем вопросе крестьяне, да, они же у нас вообще выпали из статистики, из экономической политики. У нас нет и продуманной аграрной политики. Да. У нас есть домашнее хозяйство, у нас нету производителей, у нас нету кооперативов, фермеров. Поэтому какое бы количество людей, допустим, быстро крестьяне наши не могут и выдержать конкуренцию, когда по более низкой цене завозятся, и они этапами, они в период согласованный. А наш производитель, к сожалению, он не может одного качества товара, условно, даже молочное, мясное, овощи даже. То есть мы же все эти годы, проводя неразумную политику, сельское хозяйство. А почему мы свой рынок не защищаем? Вот у меня, я исходя вот из ситуации, которая возникла в прошлом году, когда пандемия, да, мы столкнулись с новыми явлениями, да, по крайней мере, наше поколение. И многие просто вот в этот период начали заниматься сельским хозяйством. Да. Сельским хозяйством. И вот у меня мои племянники там в деревне, они посадили перец и вырастили там огромное количество этого перца, сделали 2 тонны аджики. Это уже прошло 2 года. То есть они это аджики, наверное, там раздали, я не знаю, килограмм 100, наверное, раздали, но ничего фактически не продали, потому что весь рынок забит перцем, то есть вот китайского там какого-то производства. И дешевая аджика идет. Почему мы рынок не защищаем? Я рассказываю. Вопросы, связанные с налоговыми инструментами государства, они политизировались. А когда вопрос политизирован, хотя я с кем общался, включая политиков, я всех предупреждал, не надо налоговые вопросы политизировать. Потому что может так случиться, что вы придете когда-то к власти, и вам их надо будет решать. А почему сейчас это проблема? Для меня это не новость, что для нынешней власти это проблема. Хотя, в принципе, озвучивать
государственную правильную политику после назначения министра сельского хозяйства, первый вице-премьер Беслан Джопуа озвучивал все правильно. Он правильно сказал, если мы хотим производить мед, нам нужна налоговая защита на границе. Если мы хотим производить помидоры, огурцы, тоже перец или аджику, если мы хотим производить кукурузу и в перспективе ее и консервировать, то ты в форме закона, включая и налоговое законодательство, это должен отразить. Потому что бизнесмен, он на слово не верит. Бизнесмен верит документу, и инвестор в том числе. И сегодня, значит, если даже ты хочешь инвестиции привлечь, у нас абсолютно законодательство к этому не готово. У нас есть масса законов. Например, ни один серьезный инвестор не придет в страну, где нет аудиторской палаты, где бухучет не приведен в соответствии с современными стандартами, одними льготами. Я не знаю, кто это говорит и кто это советует главе государства, что одними льготами, ну да, у нас куча льгот в законе об инвестиционной деятельности, и, кстати, именно крупным бизнесменам. Мелкий бизнесмен... Причем каждый президент, на моей памяти, начиная с Владислава Арзумба, вводил всякие льготы для инвесторов. Владислав Григорьевич работал в условиях блокады, это совершенно другие условия. Я говорю, каждый президент так или Да, иначе, у него выхода не было. Да, пакет. У нас есть природные льготы. Да. Что такое природная льгота? Почему и важна наука, о которой говорит Хатуна Шатипа? Да все считать надо. Ты обогрей производственное помещение в Краснодаре или в Сочи даже, где разница у нас есть температурная, и в Абхазии. И ты увидишь, какая у тебя будет экономика. То есть у тебя экономия, ты будешь платить меньше за отопление, ты будешь платить меньше за свет, ты платишь меньше тот же НДС, который в России 20, у нас 10. У тебя везде, у тебя и так льгот по горло. У тебя нет других условий, у тебя инфраструктуры нет. Но вернемся все равно вот к этому программно-целевому методу. Вот почему сельское хозяйство невозможно, когда там уже работает 250 человек, говорить о каком-то сельском хозяйстве, которое может обеспечить на соответственно и фермерского соответственно. И нету, да, хотя и закон есть, и все. Есть натуральное хозяйство, да, и поэтому мы не можем, к крестьяне. сожалению, даже обеспечить свой внутренний потенциал. Вот опять мы, к сожалению, вынуждены возвращаться к одной и той же теме. Журналисты это не любят, но наоборот просим журналистов именно на это обращать внимание, и от вас же многое зависит. Вы же формируете общественное мнение, что программно-целевой метод, он у нас везде прописан, но пока не появится вот эта программа, и любой документ же нельзя назвать программой. Вот картинки висят, и я же не могу сказать, что это государственная программа социально-экономического развития. Она должна соответствовать и методически, и организационно, и финансово, и правовое, первое, тем требованиям, которые предъявляются к программе. Вот сколько лет мы говорим, но чувствуется, что сейчас есть запрос. Как там пробили вот эту стену непонимания, и уже все вроде на всех уровнях говорят, но уже другая сторона. Что считать теперь программой, да, и когда у нас появится эта программа? Хорошо, на этой оптимистичной ноте мы все-таки, в силу того, что эту стену мы вроде бы снесли, есть понимание, да, мы все-таки будем закругляться. И я напомню, что сегодня мы начали с инвестпрограммы, инвестиционная программа содействия, социально-экономическое содействие Республике Абхазии, и закончили обычными экономическими проблемами, глобальными для нас, которые уже десятилетиями, в общем-то, скапливались, но не решаются. Да, и мы сегодня, в гостях у нас были наши экономисты, других у нас нет. Есть, у нас много экономистов, я вам скажу честно. Наши экономисты Хатуна Шатипа и Аха Ристава. Спасибо. И я, Инал Хашик, не экономист. Спасибо. До свидания. До свидания.